Дети заняты раскраской рисунков. Вся необходимая палитра цветов у них на столе, так что зарисовывать, к примеру, машины или супергероев из комиксов вовсе не трудно. До обеда еще пара часов. По распорядку в детском оздоровительном лагере Комарова время свободного досуга. Распорядок дня сегодня нарушают сотрудники Национальной библиотеки имени Джамалдина Яндиева. Как и полагается гостям, пришли не с пустыми руками. Детям дарят сборники рассказов Эсет Газдиевой, произведения на ингушском языке. Привет, красавица. Как дела? Ты читать любишь? На ингушском умеешь читать? Вот смотри, прекрасный автор Эсет Газдиева, который она написала сказки. Будешь читать? Да. Сколько тебе лет? Мне 9. 9, да? Почти. Умница, красавица, молодец. Тебя как зовут? Фатима. Фатима. Ты любишь читать? Люблю. Ну что, будешь читать наши книжки? На ингушском? Да? Тебе нравится подарок? Нравится. Очень хорошо, молодец. Читальный зал для детей в лагере имени Комарова сотрудники Национальной библиотеки организовывают не в первый раз. К каждому ребенку относятся с особой теплотой. Это видно. Лагерь располагается на базе реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети из неблагополучных семей, у всех судьбы разные. Особенно радуются подаркам. За предоставленную возможность вызвать детские улыбки сотрудники библиотеки поблагодарили руководство центра. Каждое лето организовываем летний читальный зал в населенных пунктах республики. И вот в прошлый вторник мы оказались уже по плану, оказались в этом лагере имени Комарова. И тогда выявили, что, оказывается, здесь отдыхают дети, даже живут дети из неблагополучных семей. Мы тогда заметили очень сильный интерес детей к книгам и решили еще раз вернуться сегодня. Уже с небольшими гостинцами мы привезли комплекты книг и немного сладостей. Дети очень обрадовались нашему приезду. Руководство лагеря нас и в прошлый раз, и сегодня встретили очень тепло. В свою очередь, руководитель детского оздоровительного лагеря поблагодарила гостей за постоянное внимание к детям из реабилитационного центра. Организованный читальный зал для детей, как нельзя кстати, некоторые дети читать или говорить на ингушском не умеют. Перед уходом сотрудники Национальной библиотеки порадовали детей еще и сладостями. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.